Между владелицей автомойки Айнагуль Байтерековой и владельцем СТО Курмангазы Акимовым возник спор за часть земельного участка, через который осуществляется единственный заезд на автомойку и в автомастерскую. Курмангазы Акимов утверждает, что с прежним владельцем автомойки была договоренность об общем пользовании дорогой. Байтерекова обратилась в суд с иском по спорному земельному участку. Суд направил стороны на информационную встречу к медиатору. Медиатор разъяснил им сущность медиации, после чего стороны решили провести процедуру медиации. Здравствуйте, я Шамшеев Авазбек, медиатор. Как могу к вам обращаться? Я владелец авторемонтного предприятия Курмангазы Рыскулбайкуч Акимов. Я Айнагуль Байтерекова, владелец автомойки в Бишкеке. Я являюсь профессиональным медиатором с 5-летним стажем. Медиатор помогает вам в разрешении споров. Медиация имеет 4 принципа. Первый принцип – это добровольность. Второй принцип – это совместное сотрудничество двух сторон. Третий принцип – бесстрастность, нейтральность медиатора. А четвертый принцип – конфиденциальность. Все наши разговоры, наши процедуры будут проходить конфиденциально. Скажите, пожалуйста, в медиацию вы пришли добровольно? Раньше я слышал о медиации как альтернативное решение споров и проблем. Когда судья предложил, я сразу согласился. А вы? Ну, а я, если честно, не слышала до этого о медиации, но так как суд направил нас к вам, я решила прийти. А сейчас я хотел бы от вас узнать суть этого конфликта вашего. Дело в том, что я начала управлять бизнесом отца сравнительно недавно, и, изучая архивные документы, я выяснила, что есть участок, который на самом деле принадлежит нам. И поэтому обратилась в суд, чтобы восстановить свои права. И вот архивные документы. Понятно. И вы что скажете? Конфликт заключается в участке, который расположен между моим авторемонтным предприятием и соседней автомойкой, принадлежащей Айнагуль. Нужно пояснить, что отец Айнагуль был моим другом и бизнес-партнером. И 10 лет назад мой друг приватизировал промышленный объект, и на этом же месте он открыл автомойку. Я выкупил участок рядом и открыл авторемонтное предприятие. Мы с ним решили заасфальтировать и удлинить дорогу, ведущую к нашим объектам. Здесь нужно пояснить, что территория промышленного объекта не была прямоугольной формы. Какая-то часть врезалась в запланированную нами дорогу. И мой друг предложил заасфальтировать этот небольшой 2,5 сотки участок, чтобы обеспечить заезд для своих клиентов. По сути, мы сделали этот участок общим, но не стали официально документировать, так как это потребовало бы много средств и времени на согласование в различных ведомствах. Да, мы были друзьями, и нам было достаточно устного соглашения. Мы помогали друг другу в бизнесе. Я постоянно рекомендовал своим клиентам услуги автомойки, и он мои. 2 года назад мой друг погиб. И сейчас его бизнесом управляет его старшая дочь. Бизнес шел, как обычно. Но месяц назад я получил уведомление из суда о том, что Айнагуль решила судиться за участок, которым мы пользовались много лет. Если она отсудит участок и установит ограждение, она тем самым перекроет заезд моей автомастерской. А по периметру моего предприятия уже есть объекты, которые я не смогу пробить дорогу. Вот. Я предлагаю, услышав вас, провести курс медиации. Это означает, что мы по одному будем разговаривать. Сейчас, наверное, начнем с Айнагуль.
Вас ребята сейчас предложат кофе, и где-то минут 30-40 посидите, потом мы с вами продолжим. Кокус – это индивидуальная встреча медиатора с каждой из сторон для определения их интересов. Здравствуйте, Айнагуль, еще раз. Теперь мы с вами проведем кокус медиации. Скажите, пожалуйста, вы управляете бизнесом отца сравнительно недавно, но все равно 2 года. А почему именно сегодня вы подняли этот вопрос и обратились в суд? Я уважала друга моего отца. Я знала, как хорошо отзывался мой отец о нем. Но сейчас я хочу поставить четкие границы между нами, потому что этот участок по закону принадлежит нам. Я могу претендовать на него, ведь я не претендую на чужое. Это понятно. Вот по документам, которые вы мне показали, действительно этот участок вам предложить по документам, вы его можете. Но вот нету никаких других каких-то связей в вашем бизнесе, там кредит им выделить, залог или какие-то еще связи? Нет. Совсем нет. Потому что я вижу в вашей схеме, здесь вот какая-то труба, линия идет от вашего участка к им участку. А почему вы это спрашиваете? Дело в том, что я несколько лет занимался вопросом водоснабжения, и вот такие схемы показывают на карте водопроводную трубу. А где идет труба, там связь появляется между бизнесом. Иногда здесь и какие-то конфликты возникают. А Курмангазы Рыскулбекович разве не говорил вам? Ничего он об этом не говорил. Ну, тогда я расскажу. Расскажите мне об этом. 2 месяца назад мне перекрыли воду на 4 дня. И мне мой управляющий позвонил и сообщил, что на автомойке нет воды. Я приехала, увидела, что ремонтники делают асфальт на участке Курмангазы Рыскулбековича. То есть Курмангазы Рыскулбекович не предупредил меня о предстоящем ремонте, просто поставил меня перед фактом. И вот этот его поступок показал, что он ни во что меня не ставит. И я решила подстраховаться от таких выходок в будущем и обратилась в суд. А вы с ним напрямую разговаривали на эту тему? К сожалению, нет, потому что у меня стоит какой-то внутренний барьер. Понятно. А вот бесперебойное обеспечение воды в вашем предприятии, автомойке, это очень важно для вас? Да, очень важно, так как у нас автомойка. Если с Курмангаза у вас прекратится вода, откуда возьмете воду? Наверное, в соседние участки можем. А для того, чтобы взять новую воду, для этого нужен документ, надо готовить технические условия для водоканала, куча там расходов. Вы об этом знаете? К сожалению, насчет этого я не думала, нет, не знаю. А что если Курмангазы вам даст письменные гарантии, письменные заверения, что будут постоянно вам обеспечивать, вдруг каких-то ремонтов будут обязательно вас будут поставлять, то вы могли бы изменить свою позицию? Я с ним не разговаривала об этой ситуации, но да, я бы согласилась. В принципе, на эту тему можно поговорить, да? Вот то, что мы с вами говорили по этому поводу, я могу ему рассказать? Да. Спасибо тогда вам. Мы с вами встретимся послезавтра на уже общей сессии. Здравствуйте, Курмангазы. Сегодня мы с вами встречаемся во время встречи медиации. В прошлый раз мы уже разговор вели. И выяснился такой факт, что 2 месяца назад автомойка не получила в течение 4 дней воду. И они, говорят, несли убытки какие-то. Как вы объясняете этот факт?
Да, я вспоминаю этот случай. 2 месяца назад по всему городу отключали воду на 2 дня. Делали профилактический ремонт. Пользуясь случаем, я также решил сделать ремонт дороги. На асфальте появились ямы, на что жаловались мои клиенты. Да, в ходе ремонта мы были вынуждены перекрыть воду еще на 2 дня, потому что обнаружились проблемы. Увидели, что трубы протекали. И позже мы сказали об этом работникам автомойки. Даже я не знал, что недоговоренности приведут к таким последствиям. Напротив, был уверен, что Айнагуль должна быть благодарна за ремонт труб. Да, на моем участке. Но ведь вода поступает и ей. Видимо, ваше сообщение не дошло до Айнагуль, поэтому она восприняла вот это событие таким образом. Бесперебойная подача воды для автомойки очень важна. Поэтому вы можете гарантировать бесперебойную подачу воды после нашей процедуры медиации? Да, я готов принять такие условия. Иначе мои клиенты не смогут заезжать в автомастерскую. Да, конечно, надо было в свое время документально все оформить. Но кто знал, что так будет? Сейчас мое разочарование, обида, даже злость на Айнагуль прошла. Тогда хорошо, на следующей совместной сессии этот вопрос мы обсудим. Здравствуйте, Курмангазы, здравствуйте, Айнагуль. Мы завершаем нашу медиацию, нашу работу. Вот сегодня собрались на общей совместной сессии. Мы многое выяснили, мы проводили кокс медиации. И тут возникли разные вопросы. Свое видение этой проблемы больше всего лучше объяснит Курмангазы. Мне жаль, что мои сотрудники, мои работники вовремя не передали, что мы закрыли воду еще на 2 дня. Я хотел бы предложить Айнагуль отозвать иск из суда. Но я буду гарантировать, что не буду производить ремонт водопроводной трубы без ведома и согласия Айнагуль. Принимаете? Я принимаю, я согласна. Ну и в будущем водопроводную трубу будем ремонтировать самостоятельно, а нашу общую дорогу будем вместе. Вот Айнагуль вносит предложение, чтобы в целом вашу проблему решить. В целом, значит, вы бесперебойно обеспечиваете воду. Она предлагает еще и, чтобы окончательно у вас споров не было по ремонту трубы, по асфальтированию. Как вы на это относитесь? Я согласен. Согласны? Больше никаких тогда предложений, изменений медиативного соглашения нет? Нет. Нет. Ну, тогда мы объявляем 10 минут перерыв. Я пойду подготовлю медиативное соглашение по этому спору. Медиативное соглашение – это письменное соглашение сторон об урегулировании спора, достигнутое ими в результате медиации. Курмангазы, Айнагуль, я подготовил медиативное соглашение. Здесь учтены все ваши пожелания, все ваши предложения. Посмотрите, ознакомьтесь. В случае согласия можете подписать. Поздравляю с достижением сегодняшнего медиативного соглашения. По итогам процедуры медиации стороны выработали следующее соглашение. Айнагуль Байтерекова забирает исковое заявление из суда, и спорный земельный участок находится в общем пользовании. Курмангазы Акимов обязуется обеспечить беспрепятственное пользование водой, а в случае ремонта водопроводной трубы и дороги стороны несут расходы пополам.